мы делали анонс, мы под вами даже не подписали, кто вы, что вы, потому что этих людей в нашем городе представлять не надо. Павла, я думаю, мы поздравим с тем, что, Павел, вы тоже избрались в муниципалитет 6-го созыва, и теперь Павел у нас депутат муниципалитета. Аплодисменты. Депутатов сегодня много, я уже говорила об этом. Кто из вас будет выступать первым? Наверное, вы, Павел, да, как защищающий позицию «да», дело в людях. Предыстория для тех, кто далек от ярославской политоты. Девизом «Единой России» на этих выборах было «дело не в партиях, дело в людях». Вот мы взяли вторую половину, назвали тему «дело в людях», «да», «нет». Позицию «да» у нас защищает Павел Зарубин, позицию «нет» Андрей Алексеев. У вас ровно 2 минуты. Павел, поехали. Микрофон, пожалуйста, близко к губам. Вот прям его надо взять и близко к губам, потому что иначе вас слышно не будет. Поехали. Мне кажется, я мог бы даже без микрофона говорить, да? Но мне кажется, очевидно защищать позицию «дело в людях», потому что самое интересное в жизни — это люди. Их поступки, их эмоции, их жизнь, их творчество, их работа. Любая история успеха — это история успеха конкретных людей. Именно поэтому мы считаем, что самое главное — это люди. И в нашей компании, в компании «Единая Россия», мы попытались привлечь как можно больше интересных, креативных, необычных и, самое главное, разных людей. Потому что именно люди самое главное. Это самое интересное. Поэтому я считаю, что даже в политике люди играют еще более важную роль, чем где бы то ни было. Поэтому то, что в ярославской политике после этих выборов будет как можно больше интересных, необычных, молодых людей, это на сегодняшний момент данность. Лозунг «дело в людях» подтвердили все результаты, все выборы. Самый ярый, самый ортодоксальный, самый идеологически сильный и самый ярким коммунистом на этих выборах был Антон Голицын. Именно за него проголосовали больше всех избирателей, которые проголосовали за партию КПРФ. Они выбрали коммуниста Антона Голицына. Это самое интересное, что было на этих выборах. Действительно побеждали люди. И мне очень приятно, что больше всего ярких, интересных, профессиональных людей было в партии «Единая Россия». Я думаю, что дальше эти люди смогут действительно не на словах, а на деле сделать то, о чем они говорили с экранов телевизоров. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты Павлу. Коллеги, у нас небольшое изменение в злобных зрителях. Юрий успел на первую четверть наших дебатов. Юрий Бойко, аплодисменты, мэр города Ростов. Самый молодой мэр в России, то есть уникальный человек у нас в злобных зрителях. Андрей, вы готовы? Да, я готов. Поехали! Я, конечно, не такой громкий, как Павел Зарубин, возможно. Тем не менее, я хочу поздравить Павла с его победой. Наверное, она мало у кого вызывает вопросов, хотя наш мэр имеет право задавать вопросы. И, возможно, вы даже не только на Фейсбуке будете ему на них отвечать. Хочется верить. Замечательный слоган, который был предложен в свое время кандидатом Сливцовым Владимиром Витальевичем, да, 3 раза не помог ему на выборах. И последний раз мы наблюдали катастрофический провал кандидата. Слова, которые избраны в качестве слогана, безусловно, хороши. С ними сложно спорить, очень сложно отстаивать позицию «нет» в данном случае, а мне приходится ее отстаивать. Но на самом деле во фразе вот в этой, которая была отрезана ради предвыборных каких-то технологий и пущена как основной девиз партии «Единая Россия» на последних выборах, сказана далеко не вся правда. Дело действительно в людях, но дело в людях ярких, талантливых, а самое главное новых. Вот с этим большая проблема у партии «Единая Россия». И как бы ни пытались сейчас выдавать обновление за новый тренд, на самом деле это та же перестройка, которая как с 85 по 90 год
демонстрировал нам попытку реставрации неких идеалов. Сейчас мы наблюдаем то же самое. КПСС является первоосновой, а Единая Россия ремейком КПСС, поэтому те же процессы, что тогда, что сейчас, как мы понимаем, ничего нового не привнесут. Стив Джобс, которого мы все уважаем, и к какой бы политической силе сейчас здесь не относились, в свое время провел параллель. Почему? Чем отличается продукция компании Apple от продукции его основного конкурента компании Microsoft, от той унылой, мягко говоря, продукции, которую Microsoft поставляет на рынок, до сих пор это происходит. Главная разница в том, что в компании Apple есть дух и культура человеческая, которую они продвигают в каждом своем новом изделии. Попытка Единой России использовать совок в качестве культуры и духовность православия в качестве духовной первоосновы на самом деле обречена, и мы это понимаем. Проблема в людях, а дело в людях само собой. Ваша проблема в людях. Спасибо большое.